Также хотелось бы отметить вклад ингушей в Первую мировую войну. Наши земляки воевали в составе ингушского полка конной дикой дивизии. Их портреты вы можете видеть на этих фотографиях. Есть полный георгиевский кавалер. Экскурсовод Хаджимурат Плиев знакомит школьников с подвигами наших предков, защищавших родину в разные века. К примеру, Хаджимурат Местоев – полный георгиевский кавалер. И таких славных представителей ингушского народа 26. И около 150 неполных георгиевских кавалеров. Также 11 человек были награждены именным золотым оружием, один из которых Султанбек Боров, являвшийся ротмистром ингушского конного полка, служил вместе со своим братом и отцом, бывшим генералом персидской армии. Эта выставка в Музее краеведения посвящена Дню защитника Отечества. Этот день очень знаменательный для нашей республики, не только потому, что он связан с депортацией, но и также с исторически сложившимся днем советской армии, который позже перетек в и российскую армию. И не только в нашей стране празднуется эта памятная дата. На выставке в первую очередь представлены фотоматериалы, касающиеся участников Великой Отечественной войны. Страшное испытание, с которым пришлось столкнуться и нашим землякам, если учитывать, что враг имел численное и техническое превосходство и на море, и на суше. И поэтому подвиг советского солдата и труженика тыла особенно подчеркивает дух наших защитников. На войну ушло около 21 тысячи наших земляков. Они представлены на этих фотографиях. Они представляли разные воинские подразделения, разные виды войск. 13,5 тысяч из них были ингуши, остальные представители других национальностей. Но так как они являются нашими земляками, мы о них тоже говорим наравне с ингушами. Дети с неподдельным интересом рассматривают фотографии наших героев. Их боевой камуфляж и парадный китель, найденное при раскопках на Терском хребте, их уже заржавевшее оружие. Выставки очень интересные. Хозхам Багдент, Куановый, День защиты Отечества. Боевые подвиги наших земляков в фото и архивных документах свидетельствуют о безапелляционности и непокорности перед силой извне. 23 февраля дата является вдвойне памятной для ингушского народа. Невозможно представить, что чувствовали земляки, защищавшие рубежи Советского Союза, когда там же на линии фронта им приходила новость о депортации их родных, близких и всего народа. Их ярость против фашистских захватчиков не утихла и тогда. Меняя имена, продолжали воевать и дальше. Мы освещаем как и депортацию нашего народа, о которой мы, конечно же, не забываем, так и о подвигах советской армии, которые представлены на фотографиях в наших рассказах. Эти оба события одновременно важны, но одно без другого не может существовать, и потому мы в каждой своей лекции упоминаем о том, что человек, несмотря на депортацию, объявление депортации, продолжал воевать под другим именем, под другой национальностью. И это, безусловно, тоже подвиг советского солдата. Дети из различных школ республики посещают выставку с самого утра. Подрастающему поколению важно знать своих героев в лицо. Адам Мережков, Хамзат Халухоев. Новости 24.